Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в программе. COVID-19. Какова эпидситуация по республике в преддверии нерабочих дней? Последние новости с районов. Предложение главы Якутии поддержано. Итоги важного совещания при полпреде Юрии Трутневе с участием Айсена Николаева. Репортаж из Москвы. Бюджет Якутска на 3 года. Депутаты городской думы рассмотрели и приняли финансовый документ столицы. Какие внесены корректировки, по каким сферам и отраслям. Самый крупный объект образования в регионе. В микрорайоне Прометей появится большая школа на 990 мест, когда объект будет готов. И в завершении о погоде. Какие температуры прогнозируют синоптики в ближайшее время. Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике совместно с коллегами из Усть-Майского района задержан охранник золотодобывающей компании. Его подозревают в хищении драгоценного металла в особо крупном размере. Полицейские получили информацию о том, что злоумышленник использует свое служебное положение, чтобы тайно похищать добываемое природное золото. Он в течение нескольких дней отсыпал часть драгметалла из временно находившихся под его охраной промышленных контейнеров. Неочищенное золото фигурант дела прятал в служебном помещении. Накануне отпуска он решил вынести краденое с предприятия и был задержан. По оценкам специалистов, примерная стоимость похищенного составляет более 11 миллионов рублей. 286 жителей Якутии заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 143 человека, в Вилюйском районе 13 случаев, в Амгинском и Хангаласском по 12, в Алданском, Егнекангаласском и Мирнинском по 11. Ну а в Неренгринском 10, в Намском и Усть-Алданском районах по 9 случаев заражения, в Тампонском 8, в Аймеконском 7. Ну и еще в 8 районах от 1 до 6 заболевших. Данные на ваших экранах. В общественном транспорте Якутска усилен контроль за соблюдением санитарных норм. Регулярно подвергаются дезинфекции все выходящие на рейсы автобусы столицы. Сюжет Марферины Алексеевой. Обработка озонатором воздуха является одним из сильнейших дезинфекторов. Средняя концентрация озона убивает множество патологических микроорганизмов, не допускает развитию инфекционных заболеваний, проникает в текстуру материала и даже уничтожает паразитов. Озонатор ОЗ-110, профессиональное оборудование. Вот мы по салону автобуса в гараже перемещаем, вот, по салону автобуса. Вставляем, включаем. Минута на 3, салон, дверь еще закрываю и ухожу. Помимо озонирования, которое проводится раз в 2 дня, ежедневно на каждой конечной станции делают влажную санитарную уборку. Особое внимание при обработке уделяется контактным поверхностям. Отдельные шпоры, все. Все, где держаться, да, там, вот двери. Все нормально, этот вопрос у нас. Уважаемые пассажиры, будьте добры, соблюдаем масочный режим. Маски одеваем, вот сейчас. А вот таким обходом комиссии по междугородним маршруткам проводится усиленный контроль пассажиров на наличие защитных масок. С приближением нерабочих дней в связи с эпидситуацией и далее на протяжении всех выходных подобные комиссии будут воспроизводить обход в усиленном режиме. В случае выявления нарушений составляется протокол, акт и дело направляется в городской суд. В каждом салоне автобуса имеются маски, которые могут быть предоставлены пассажирам автобуса, которые по той или иной причине не имеют маски при входе в салон автобуса. Кроме этого, у нас имеются все дезинфицирующие средства. По 9 пригородным маршрутам от Якутской пассажирской транспортной компании курсируют 33 автобуса. По 18 внутригородским – около 250. Напомним, что на территории республики по-прежнему действует масочный режим, который обязывает граждан надевать средства индивидуальной защиты, в том числе в общественном транспорте. Марферина Алексеева, Григорий Хлопков, Якутск. Система QR-кодов, которую внедряют в республике, сохранится и после нерабочих дней. Об этом Айсен Николаев сообщил на совещании оперативного штаба. После того, как система заработает в полном режиме, допуск в те же торговые центры с 8 ноября должен обеспечиваться полностью по QR-кодам, отметил глава республики.
Правительству и муниципальным образованиям поручено провести разъяснительную работу с населением. Напомним, система QR-кодов с 20 октября функционирует в организациях культуры. На предприятии общепита этот механизм начнет распространяться с 30 октября. Ну а что касается организаций спорта, то их деятельность в период нерабочих дней приостановит. Как обстоят дела с эпидситуацией в Ленском районе? Все последние новости у нашего корреспондента. 71 пациент находится в инфекционном отделении, из них 24 человека в реанимации. 3 на искусственной вентиляции легких. За последние сутки умерло 2 человека. В Витимском отделении проходит лечение 15 человек, из них 3 пациента в тяжелом состоянии. В октябре уже зафиксировано 327 случаев зараженных COVID-19, 18 погибших. Такие ужасающие цифры зафиксированы на сегодняшний день. Ресурсов у нас не очень много, врачей у нас не хватает, медсестер у нас не хватает, и поэтому обеспечение вот такого количества больных, это, я считаю, что просто безответственность конкретных граждан, которые отказываются прививаться. Реанимационное отделение переполнено. Врачи работают в авральном режиме, на износ. Люди умирают и от ковида, и от сопутствующих тяжелых заболеваний. За весь период пандемии умерло 3 вакцинированных пациента. Там у всех людей доказанная сопутствующая тяжелая патология. То есть их организм просто не справился. Прививка в данном случае, насколько могла, защитила, но не справилась. Все остальные умершие были не привиты. Болеть начали и дети. Переносят они COVID-19 тоже тяжело. Детское отделение заполнено полностью. Такого количества больных пневмонией, по словам врачей, не было давно. Сейчас подъем заболеваний идет в дошкольной группе, и болеют дети, в том числе и школьники. У нас есть один ребенок, который вывезен в Якутск с 60% поражением легких, в Якутске на искусственной вентиляции. Вакцинация в районе идет медленными темпами. Люди отказываются прививаться, сами толком не понимая причин такого решения. За все время пандемии вакцинировано немногим более 14 тысяч человек. Это очень мало. По словам заместителя главного врача Светланы Куц, с такими цифрами долго ждать создания коллективного иммунитета. Сегодня в районе усилен контроль за соблюдением масочного режима. В нерабочие дни будут проводить рейды сотрудники Роспотребнадзора и административной комиссии. По QR-кодам теперь работают библиотеки, спортзалы и места общепита, кафе и рестораны. Тем, кто нарушит установленные правила, грозят большие штрафы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Порядка 800 миллионов рублей потребуется на строительство противопаводковых сооружений в Верхневилюйске. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев, комментируя итоги прошедшего совета при полпреде на Дальнем Востоке Юрии Трутневе. Вопрос по строительству объекта ставится давно, с 2015 года, но раньше, к сожалению, федеральной поддержки и финансирования не было. Сейчас принято решение о выделении средств в размере 700 миллионов рублей в течение 3 лет, отметил глава Якутии. Финансирование начнется с 2022 года. Также на этом совещании принято решение о выделении более 1 миллиарда рублей федеральных денег на борьбу с лесными пожарами в Якутии в будущем году. Из них на тушение пожаров направят 309 миллионов, 640 миллионов выделят на финансирование авиапатрулей. Кроме того, наберут дополнительно более 180 авиадесантников. Более подробно о ходе и итогах этого важного совещания при полпреде Юрия Трутневе с участием Айсена Николаева в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Максима Кардосу. Обычно подобные советы проходят в разных городах Дальнего Востока. В этот раз губернаторы собрались в столице. Это позволило максимально увеличить присутствие федеральных чиновников и обсудить важные для региона вопросы на самом высоком уровне. В рамках встречи подвели итоги 6-го Восточного экономического форума и объявили о начале реализации поручений президента. Улучшение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, повышение транспортной доступности, повышение качества жизни людей. Мы уже приступили к выполнению поручений Владимира Владимировича. Но самой актуальной для Якутии и других субъектов округа стала тема дополнительного финансирования регионов Дальнего Востока на охрану лесов от пожаров. У нас выступал министр природных ресурсов и экологии Александр Александрович Козлов. Он говорил о том, что существенно, почти в 2 раза возросли
финансовые средства, которые будут выделены на борьбу с пожарами. Но там надо еще тоже много что сделать, в том числе в нормативных актах. Мы обсуждали, что надо сделать для того, чтобы дать возможность муниципалитетам создавать защитные полосы вокруг городов и населенных пунктов. Глава Якутии Айсен Николаев в рамках Совета представил инициативы, которые просто необходимы в борьбе с огнем и смогут применяться в самых разных регионах. Все они были поддержаны вице-премьером и представителями профильных министерств. Мы предложили ряд изменений и по методике определения введения чрезвычайной ситуации, чтобы чрезвычайная ситуация объявлялась не когда там уже будет много леса гореть на нескольких территориях нескольких регионов, а именно уже на территории одного региона, когда большой пожар можно было бы объявлять федеральной ЧС. Второе – это упрощение использования вертолетов при тушении лесных пожаров. Там тоже есть свои нюансы. Ну и вопросы, связанные с противопожарными разрывами. Финансирование на тушение пожаров в Якутии в 2022 году увеличено на 1 миллиард 170 миллионов рублей. Кроме того, во время Совета было одобрено решение о начале строительства в следующем году противопаводковых сооружений у поселка Верхневилюйск по реке Вилюй. На эти цели будет выделено 700 миллионов рублей. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Также глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Москву принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На повестке дня сразу несколько вопросов. Первый касается прохождения вакцинации в округе. Среди отстающих регионов на Дальнем Востоке – Приморье, Хабаровский, Камчатский края, Еврейская автономная область. Кроме того, был рассмотрен вопрос запуска проекта «1000 дворов». Его задача – обеспечить комфортную среду для жизни. Эксперты обсудили и социальное развитие городов и сел Дальнего Востока. На строительство и реконструкцию социально значимых объектов за 5 лет должны потратить почти 102 миллиарда рублей. В том числе 12,9 миллиардов в 2021 году. Должно быть введено в эксплуатацию к концу года 593 социально значимых объекта. Фактически сегодня построено 512, еще 81 будет завершен до конца текущего года. Это школы, детские сады, больницы, дороги, учреждения культуры и спорта, объекты инженерной инфраструктуры. Аэрофлот приступит к выполнению рейсов по маршруту Якутск-Москва-Якутск на широкофюзеляжном самолете Airbus А330-300. Первый рейс на данном типе воздушного судна, который имеет вместимость до 296 человек, состоится в эту субботу, 30 октября. Ну а с 1 ноября авиакомпания будет выполнять 4 рейса в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Реконструкция аэропорта Нерюнгри, которая началась в 2019 году по государственному контракту между Росавиацией и компанией «Стройдорсервис» на сумму 7 миллиардов рублей, находится на завершающей стадии. С 1 ноября аэропорт Нерюнгри будет открыт уже в штатном режиме по сезонному расписанию. В настоящее время закончены работы по обустройству оснований и искусственных покрытий, посадочной полосы, рулежной дорожки, примыкание дорожки номер 2, перрон, водосточной дренажной сети и монтажные работы по светосигнальному оборудованию. Первые рейсы запланированы авиакомпанией «Якутия» 1 ноября по маршрутам Нерюнгри-Новосибирск, Нерюнгри-Якутск, 2 ноября по маршруту Москва-Нерюнгри. Для получения гранта в форме субсидии социальным предприятиям необходимо пройти конкурсный отбор. Минпред Якутии сообщает, что срок приема документов завершится 29 октября. Грант предоставляется при условии софинансирования предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства в размере не менее 50% от общих расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Максимальный размер гранта в форме субсидии составляет до 500 000 рублей на одного получателя и 1 миллион рублей на одного получателя поддержки, зарегистрированного и ведущего деятельности в арктической зоне. На проспекте Ленина в Якутске ведутся земляные работы по подготовке основания дорожного полотна, по разработке грунта, устройству основания, дорожной одежды и канализационных выпусков. По первому этапу работ в срок до конца ноября этого года подрядчик планирует произвести работы по устройству
основание дорожной одежды на участке от улицы Кулаковского до улицы Кирова, а асфальтирование дороги на участке от улицы Кулаковского до улицы Кирова пройдет уже в 2022 году. Проект уточнения бюджета Якутска на 2021 плановый период на 2022-2023 годы принят депутатами городской думы. Доходную часть увеличили более чем на 1 миллиард рублей. Во время внеочередной сессии парламентарии горячо обсуждали буквально каждое направление, на которое направят средства. Таким образом, корректировки коснулись социальной сферы, благоустройства, ЖКХ, транспортной инфраструктуры и исполнения национальных проектов. В теме разбиралась наш корреспондент Мадина Халикова. Учесть баланс в бюджете и распределить средства так, чтобы каждая нуждающаяся сфера от экономической до социальной не осталась без внимания. Проект бюджета Якутска под пристальным взором городских парламентариев. На внеочередной сессии каждый пункт разбирают подробно. С учетом предлагаемого уточнения на 2021 год доходы бюджета составят 20 миллиардов 675 миллионов рублей, расходы бюджета 21 миллиард 175 миллионов и дефицит местного бюджета 500 миллионов рублей. Доходы бюджета увеличиваются всего на 1 миллиард 252 миллиона рублей, в том числе 727 миллионов рублей по собственным доходам и на 525 миллионов рублей по безвозмездным поступлениям. Таким образом, в 2021 году доходная часть увеличена на более чем 1,2 миллиарда рублей, при этом дефицит сократился на 280 миллионов. Деньги направят на ремонт школ, обновление техники, реализацию в городе нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», благоустройство скверов и дворовых территорий, увеличение зарплат муниципальным работникам. Депутаты обращают внимание мэрии, что при составлении главного финансового документа необходимо и обратить внимание на агропромышленную сферу. В итоге за 18 и 1 воздержался. Только по программе развития образования получено больше 357 миллионов рублей. Очень много добавлено в программу по ЖКХ, по развитию городской инфраструктуры. Большая сумма направлена на приобретение специализированной техники в лизинг. А, конечно, это результат мы увидим уже, скажем, я думаю, горожане порадуются этому результату. Еще одним вопросом на заседании рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата Лены Афанасьевой. Причиной стал переход на работу в республиканский Минздрав. Сегодня, слагая полномочия, депутаты, хочу выразить вам огромную благодарность. Хочу сказать, что вы все в моем сердце, я всегда с вами, и мы всегда будем работать вместе. Тем более над таким серьезным направлением, как охрана здоровья граждан нашей республики. Лена Афанасьева была избрана депутатом по 7-му Центральному одномандатному округу. Сегодня ее решение о сложении полномочий поддержали все присутствующие на сессии парламентарии. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Капитальный ремонт планируют провести в здании Национальной библиотеки Республики. Учреждение располагается в одном из старейших зданий Якутска. Сегодня встал вопрос о необходимости капремонта главного корпуса библиотеки 1973 года постройки. Отмечается, что соответствующая заявка направлена в Министерство культуры России. Кроме того, планируется трансформировать Центр детского чтения в детскую точку кипения. Уже разработана сметная документация по ремонту и переоснащению помещений. Первый, самый крупный объект образования в скором времени появится на территории микрорайона Прометея в Якутске. Это будет самой большой школой на всей территории республики на 990 мест. Репортаж Дмитрия Тымырова. Последний раз с застройщиками данного объекта мы встречались еще в начале лета. Тогда здесь возводились всего 2 блока будущей школы. Строители приступили к возведению 2-го этажа. И вот спустя 3 месяца мы видим, что они полностью завершили тепловой контур и даже запустили тепло. На сегодняшний день, как мы планировали, мы, запустили школу, мы закрыли тепловой контур и ведутся внутренние все сантехнические работы, вентиляционные работы. Уже приступаем, грубо говоря, даже к отделочным работам. Так что все у нас идет по плану. Общая площадь школы составляет около 14 тысяч квадратных метров. Он будет иметь 3 этажа. На сегодня это один из самых масштабных объектов образования. Эта школа, она у нас, можно сказать, особенная в том плане, потому что это первая школа, которая строится с такой мощностью. Других таких объектов у нас пока на территории республики нет. Строительство осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» на основании разработанной проектно-сметной документации, разрешение, которое было еще выдано в 2020 году в феврале месяце.
Плановый ввод у нас объекта запланирован на 4-й квартал 2022 года. Строительство этого объекта и финансирование осуществляется в рамках национального проекта образования. К слову, по данной федеральной программе на территории региона, по словам представителей Министерства образования Якутии, возводятся сразу несколько учреждений, и большая часть из них будет введено в этом году. В этом году вводных объектов по нацпроектам именно школ 4 и 8 детских садов. А в целом у нас 12 вводных школ и 15 детских садов. То есть у нас достаточно хорошие в этом году урожай по вводным объектам. Поэтому мы очень рады, что обновляется материально-техническая база наших учреждений, что, безусловно, будет положительно влиять на качество образования нашей республики. Но несмотря на это, вопрос потребностей в образовательных учреждениях все еще остается открытой. По словам начальника департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры города Якутска, сегодня на территории столицы функционирует 53 школы с мощностью 23 тысячи учебных мест. При этом здесь обучаются 50,5 тысячи учеников. Поэтому вопрос перехода на односменное обучение все еще остается актуальной. Так что он держится на контроле региональных властей. Итого на сегодняшний день у нас получается то, что потребность именно в ученических местах для перехода на односменный режим обучения 27 тысяч. И в рамках, чтобы добиться, все-таки перейти на односменный режим обучения в соответствии с посланием президента Российской Федерации, у нас ведется большая работа совместно с Минстроем, с Министерством образования по участию в федеральных программах по строительству новых школ. Так, по данным Министерства образования Якутии, до 2024 года в рамках сотрудничества с госкорпорацией ВФРФ региональные власти планируют построить и создать дополнительные учебные места. Это 26 объектов образования с общей мощностью 13 576 мест. Так что новый объект не только решит данный вопрос, но и благоприятно скажется на качество оказываемых образовательных услуг. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. К другим новостям, свыше 47% жителей Якутии приняли участие в переписи населения в течение 10 дней с момента старта всероссийской процедуры. Более 14% населения республики прошли перепись через госуслуги. Такую возможность самостоятельно поучаствовать через портал госуслуги население получило впервые в истории. Услуга оказалась востребованной. Перепись на портале показала, что жители готовы к новым цифровым форматам. Параллельно 1600 переписчиков с планшетами обходят адреса, а также опрашивают жителей на более чем на 200 стационарных переписных участках. Большой популярностью у якутян пользуется перепись в МФЦ. Приоритет этой переписи населения – безопасность. В рамках международного поэтического фестиваля «Благодать большого снега» в Якутске наградили почетными знаками участников этого мероприятия. Таким образом, знаком укрепления мира и дружбы народов награждены журналисты из Кыргызстана Алтынтай Тимирова, которая перевела произведения якутских поэтов. Такой же знак присвоили писателю-переводчику Аиде Ивазовой из Азербайджана. Перевод произведения Платона Юнского «Красный шаман» был произведен на азербайджанском и турецком языках. Кроме того, благодарственные письма были вручены и другим гостям, представителям разных стран, республик и регионов России. В этом году программа мероприятий сформирована была с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Я очень рада, я даже от радости плакала, что на самом деле, когда человек с душой работает, сбывается мечта. Если хоть одну капельку я сделала добро, или мое слово осветило чью-то душу, я считаю себя счастливым. Спасибо народному писателю Наталье Харламповой, что она дала нам возможность, чтобы мы познакомились с культурой Саха-Якутии. 30-градусные морозы ожидаются в ближайшие сутки на северо-западе Якутии. На большей части республики ожидается небольшой или умеренный снег. На западе, в центральных районах и на юге ожидается похолодание с установлением отрицательных температур, но на северо-западе республики ожидаются морозы до минус 32, в северных районах до минус 22.
Таковы итоги дня. Сегодня смотрите Якутию-24, будьте всегда в курсе.